بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уважаемые братья и сестры, мы продолжаем наши уроки про толкование Корана. И мы дошли до 25 аята сура Аль-Бакара. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم. И обрадуй же Мухаммад, о Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, верующих, совершавших хорошие, благие дела, обрадуй их тем, что для них приготовлены райские сады, в которых внизу под дворцами и деревьями текут реки. Всякий раз, когда их будут угощать плодами, райскими плодами, они будут говорить: нам уже давали это раньше, в земной жизни или здесь же в раю. Но им будут давать лишь внешне похожее. У них там будут чистые супруги, и они останутся там вечно. Уважаемые братья, если мы перейдем к толкованию, после того, как Всевышний Аллах описал качество неверующих, лицемеров, их наказание, их призыв, и здесь уже благая весть идет для верующих. Поэтому в этот аят и начинается: «О баширил ладин», о Мухаммад, обрадуй же. В предыдущих аятах говорилось: увещевай, наставляй, да, напоминай. А здесь уже идет благая весть для верующих. В этом аяте, как мы сказали, уже говорится, что для них, верующих, которые веровали и совершали благие деяния, Аллах уготовил райские сады, в которых текут реки, то есть, которые под этими деревьями. Буквально вот река, она течет под деревьями. Если логически подумать, как может быть, что дерево растет над водой, и она не падает. Это все в раю устроено. Таким образом, наивысшим, наикрасивейшим образом, то, что под нашими дворцами, под нашими деревьями, уважаемые братья, будут райские сады, под этими райскими садами будут течь реки. И реки будут не просто из воды, но и из молока, из вина тоже, из меда, уважаемые братья. Вот такие, как описано в других аятах. Это все ждет верующих. Всякий раз, когда их будут угощать плодами верующих, они будут говорить: нам уже давали это раньше. Иначе говоря, когда им будут давать разные фрукты в раю, прислуги, они скажут, что они уже ели это все в своей земной жизни. Одно толкование. И второе толкование. Это же это, то, что ангелы будут приносить им одно блюдо за другим, один фрукт за другим, и они скажут: это уже мы ели, нам это уже подавали. Тогда им скажут: ешьте, потому что этот фрукт, эта еда лишь внешне похожа, но отличается по вкусу. То есть блаженство райские, они будут с каждым днем улучшаться и улучшаться. И этого не надоест. Знаете, человеку бывает то, что человек неблагодарен, и ему часто надоедает, наскучивает эта жизнь, эти блага тоже. Но в раю человеку не надоест, не наскучит, потому что с каждым днем райские наслаждения, блаженства будут увеличиваться с каждым днем. В этом аяте сказано: но им будут давать похожее, то, что отличающееся по вкусу. У них там будут чистые супруги, у азваджи мутаххара здесь сказано. Они будут иметь райские девы, мужчины, они будут чисты, и эти девы будут чисты от менструации, также других естественных выделений, которые свойственны женщинам в этом мире. Поэтому и говорится: очищены мутаххара супруги. Они останутся там вечно. И это все блаженство останется навечно, уважаемые братья. Не временно, а навеки вечный. Ибо рай — это вечная обитель для тех, кто веровал в Аллаха Тааля, в единственность Аллаха и поклонялся лишь Аллаху Субхану Тааля. Человек получает наслаждение от жилья, пищи, имущества,
блага этого мира, также телесная близость, то есть полового акта. Но если все эти наслаждения, человек знает, то, что это все временно, то это иногда портит ему удовольствие и мешает достичь его вершины. А когда человек знает, что его наслаждение будет длиться вечно, то ему ничто не испортит это все. Иначе говоря, в раю, здесь Аллах дает обещание, то, что эти блаженства, эти блага, которые Аллах уготовит для верующих истинных, они являются вечными, то есть не временными, а для вечного использования для нас. Это также служит доказательством того, что дела не являются неотъемлемой частью веры, имана, и считается не условием ее правильности, но лишь условием ее совершенства, уважаемые братья. То есть, как говорится, здесь есть ихтиляф между учеными, где говорится, то, что иман является басит, то есть простым, состоит из одной вещи. Когда человек просто сердцем утверждает, то, что Аллах един, и нету сотоварища у него, лишь он достоин для поклонения. И все, языком мы лишь подтверждаем. А благими деяниями мы показываем это все, уважаемые братья. Вот эти, именно то, что человек благим деянием показывает, это джузу тазини, то есть это не составная часть, а лишь дополняющая, украшающая часть имана, уважаемые братья. А хариджиты же говорят, что благие деяния это одно из условий, то есть составная часть имана. Если благих деяний не будет у человека, то он считается неверующим, уважаемые братья. Ахль сунна валь джамаа, мы же считаем то, что здесь этот аят тоже служит доказательством того, что иман, то есть он состоит из одной вещи лишь. Уверовал Аллах Тааля, а совершение благих дел это является джузу тазин, то есть дополнительной частью, которая лишь украшает, а не является основной частью. Конечно, это немаловажная вещь, чтобы человек он языком подтвердил и своим деянием он показывал свою веру, да, но не является основной частью. Иначе, если человек он является этническим мусульманином, допустим, который уверовал, но не совершает намаз, другие обряды ислама, он, в конце концов, инша Аллах, войдет в джаннат. Он не будет в джаханнаме, уважаемые, как говорят хариджиты. Они же считают его неверующим. А мы же говорим то, что да, он получит наказание за свое деяние, за ослушание, да, за свои грехи. Но из-за веры, которая есть у него в сердце, то, что Аллах един, он лишь достоин для поклонения, они войдут в джаннат рано или поздно, иншаллах. В следующем аяте Аллах Тааля говорит, 26 аят, сура Аль-Бакара, «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим». إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله العظيم. Поистине Аллах не стесняется приводить в пример комара или что-то больше него. Верующие знают, что это истина от их Господа, а неверующие говорят, что же Аллах хотел сказать этим примером. Через это, посредством этого Аллах многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на верный путь. Но в заблуждение через это он вводит лишь грешников. После того, как Всевышний Аллах Тааля привел пример с огнем и грозой, предыдущая аята сура Аль-Бакара, как мы сказали, лицемеры начали издеваться над откровением Всевышнего Аллаха Тааля, говоря, разве Бог может приводить подобные примеры? Подобает ли Творцу всего сущего делать это? И в ответ Всевышний Аллах Тааля не спаслал эти следующие аяты, которые мы прочитали. Катада рахматуллахи алейхи сказал, что когда Всевышний Аллах Тааля упомянул в своих аятах паука и муху, то есть в качестве примера, говорится, уважаемые братья, лицемеры начали издеваться и говорить, как Аллах может приводить такие ничтожные вещи, как комар и муха. И Всевышний Аллах ответил им, поэтому Аллах не стесняется приводить пример комара или что-то больше него. То есть нет никакого стеснения для Аллаха говорить об истине. Будь она маленькой или огромной, и приводить что-либо в пример для пояснения. Верующие же знают, что это истина от их Господа. Они не будут противоречить, уважаемые братья. Они понимают смысл этих примеров и веруют в то, что это откровение от их Господа, уважаемые братья. Это слова Всевышнего Аллаха Тааля. Через это он многих вводит в заблуждение. То есть многих имеется в виду лицемеров, этим примером Аллах вводит в заблуждение. Потому что они не веруют, они говорят, зачем Аллах привел такой пример.
А многих Аллах Субхану ва Тааля наставляет на истинный путь, это верующих, которые не сомневаются, что это откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому те люди, которые только начинают изучать Коран, они не должны думать то, что не должны сомневаться. Зачем Аллах Та'аля приводит такие примеры? Так сомневались лицемеры, уважаемые братья. А истинно верующим будут это откровение от Аллаха Субхану ва Тааля. Он будет говорить так. Заблуждение Аллаха Субхану ва Тааля через эти примеры он вводит лишь грешников. Аллах ввел их в заблуждение из-за их греховности и порочности. То есть не просто они не уверовали, а они грешили таким образом. У них была порочность. Вот из-за этого в итоге они заблудились посредством этих примеров, посредством этих аятов, уважаемые братья. Как сказано в одном хадисе, то, что Аллах Субхану посредством Корана возвышает некоторых, а некоторых Он опускает. То есть некоторых ждет именно унижение посредством Корана. Это лицемеры, это неверующие. А возвышает Он истинных верующих. Слово фасик с арабского означает грешник или нечестивец. Буквально означает вышедший за рамки дозволенного, за рамки шариата. Как шариатский термин на фасик, то есть грешник, означает человека, вышедший из подчинения Аллаха Субхану ва Тааля, непокорного Ему. Но оно может также ровно применяться и как к верующему грешнику, так и неверующему. Оба непокорны Аллаху Субхану ва Тааля, но в разной степени. Такое употребление особенно характерно для Корана, а в книге же по фикху слово фасих чаще всего обозначает именно грешника. В этом случае фасих противопоставлен кафиру, уважаемые братья. И специалисты по фикху называют фасиха мусульманина, верующего, то есть, который совершает большие грехи, он не молится, допустим, оставляет намаз, не постится, пьет спиртное и тому подобное, совершает другие грехи. Его называют фасихом по фикху. При этом он не приносит покаяния Аллаху Субхану ва Тааля. Также, кто совершает грехи публично, не стыдясь окружающих, называют фаджир. То есть это не просто фасик уже, а уже фаджир. Открыто совершающий, уже не имеющий стыда. Как сказано в хадисе, если у тебя нет стыда, то твори, что хочешь. Иначе говоря, из-за бесстыдности человек будет творить нечестие. И вот это же именно бесстыдность, и это нечестие, порочность, греховность, в конце концов привело этих лицемеров, многобожников к чему? К тому, что они не верят в эти аяты. Эти аяты у них увеличивают сомнения, они вообще отстранены от истинного пути, уважаемые братья. В следующем аяте говорится, то есть грешники, описание какого качества этих грешников? А'удhu билляхи минаш шайтанир раджим. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Грешников, которые нарушают договор с Аллахом после того, как заключили его, разрывая те отношения, которые Аллах велел поддерживать, и распространяют пороки, то есть нечестие на земле. Именно они окажутся в убытке. Это аят связан с предыдущим аятом, как мы сказали, уважаемые братья. В нем говорится, то, что Аллах посредством этих примеров, Он отстраняет от истинного пути, то есть вводит в заблуждение грешников. Каких грешников? Вот описание, качество этих грешников. Они нарушают обещания, которые дали Аллах Субхану ва Тааля. То, что они уверуют в Аллах Субхану ва Тааля, уверуют в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, они давали такое обещание нашим посланникам Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. После этого обещания они нарушают это. И также они разрывают те отношения, которые велел Аллах Субхану ва Тааля сохранить. Иначе говоря, родственные отношения, и это отношения также, помимо родственных отношений между мусульманами, между нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и они творят нечестие на земле, вот они являются теми, которые окажутся в убытке в конце концов. Тафсир, в этом аяте сказано, которые нарушают договор с Аллахом Тааля после того, как они заключили его. То есть они, заключив договор, нарушают его. Этот договор имеется в виду обещание признать Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, посланником, пророком, и обещание верить в Аллаха Тааля, и пророков Аллаха Тааля, и подчиняться шариату Аллаха Тааля. Они дали такое обещание, но они нарушили. Поэтому об этом и говорится, что посредством этих аятах Аллах Тааля вводит их в заблуждение, этих неверующих. Которые эти неверующие, эти грешников точнее, эти грешники, они нарушают обет, который дали посланник Аллаха нашему
и обет, который дали Аллах Субхану. Они разрывают то, что Аллах велел им поддерживать. То есть те отношения, которые Аллах велел поддерживать. Это как и родственные отношения, так и любые связи, которые угодно Аллаху Субхану. Например, связь между пророками, которые нарушили те, кто верит в одних и отвергает других. То есть говорят, что пророк Мухаммад не является пророком, а другие являются, как говорят христиане или иудеи, уважаемые братья. А мы признаем всех пророков, но наш последний пророк — это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. А также разрыв связи с верующими и лишение их помощи. То есть они, в конце концов, разрывают то, что Аллах велел им поддерживать. Также они распространяют нечесть на земле, греша, сея смуту, отталкивая людей от веры в Аллаха и сея в людских сердцах сомнения в истинности Корана. То есть они просто как бы сплетничают за спиной верующих, распространяют среди неверующих вот эти сплетни, эти слухи, и в конце концов они таким образом распространяют пороки, нечесть на земле и окажутся сами же в убытке в этом. Именно они окажутся в убытке. Те, кто описан названным качествами в этих аятах приведенные, они есть оказавшиеся в убытке, потому что они предпочли заблуждение истине, то есть это мирскую жизнь, ахирату, наказание, прощение, и тем самым уготовили себе вечные мучения. В следующем аяте Аллах Субхану говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون». Как вы можете не верить в Аллаха Субхану, когда вы были мертвы, Аллах оживил вас, а потом Он умертвит вас, а потом вас оживит, и к Нему вы возвратитесь. Обращение также, уважаемые братья. Как же вы можете не верить в Аллаха Субхану, того Творца, который сотворил вас? То есть мы были ничем буквально, мы были мертвым, просто каплей одной. Он нас сотворил, затем Он умертвит нас и воскресит в судный день. И будет судить за наши убеждения, за наши поступки. Ведь нас не существовало, уважаемые братья. Потом Аллах нас создал в виде семени, мы попали в утробе матери. Потом Аллах поддерживал жизнь в плоде в течение 9 месяцев и оставшуюся всю жизнь после рождения ребенка. В течение всей нашей жизни. Как мы осмелились ответить неверием в Господа за эти все блага? В этом аяте Аллах как истифхам, он задает вопрос: как вы, неужели, удивляясь, да? Почему вы не верите? Как вы не верите? Потому что Аллах создал вас из ничего, уважаемые братья. Потом умертвит, потом обратно вас воскресит, и к Нему вы вернетесь. В следующем аяте Аллах говорит: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. Он, Аллах Субхану, Он создал для вас все, что есть на земле, а затем обратился к небу, приступив к Его творению и сделал ее 7 небесами. 7 небесами. Ему известно обо всем. То есть обо всем, что мы совершаем. После того, как Всевышний Аллах Субхану привел самого человека в качестве доказательства своего существования, Он говорит о другом доказательстве творения земли и небес. Имам Ибн Касир пишет слово «истава», здесь означает «обратился и приступил». То есть земля была в первую очередь создана, а потом были созданы небеса. Ведь Аллах, создатель этого мира, следовательно, Он знает абсолютно обо всем, что в нем происходит. Всевышний Аллах, обладатель вечного атрибута знания, которое всеохватно и неизменно. Уважаемые братья, на этом мы свой эфир заканчиваем. Если мы приведем итог, то в этих аятах, уважаемые братья и сестры, Аллах нам описывает положение верующих в раю. И то, что нам приводятся притчи разные в Коране, для того, чтобы мы понимали наше понимание это все. Чтобы приблизить наше понимание к пониманию Корана, уважаемые братья. И посредством этих притч, этих примеров Аллах наставляет на истинный путь, истинно верующих, которые знают то, что эти примеры это откровение от Аллаха. А неверующих, лицемеров, этих хейтеров, критиков на сегодня очень много, которые критикуют ислам. Ислам, уважаемые братья, она не имеет изъянов, потому что это религия Аллаха. Изъян имеют те люди, которые придерживаются ислама. Вот мы имеем недостатки, у нас есть недостатки. Поэтому не нужно судить про ислам, опираясь на обычных верующих. Потому что мы не предмет для подражания.
предметом для подражания, это посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, как сказано в аяте: «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджу Аллаха вал йавмил ахира». Поясни, посланник Аллаха для вас наилучший пример для тех, кто уверовал в Аллаха субхану ва тааля, надеется в Аллаха субхану ва тааля и в судный день. То есть он предмет для подражания, а не мы, не все мусульмане. Но, конечно, мы должны стараться стать таким верующим, чтобы, видя нас, как мы относимся к другим, как мы торгуем, как мы живем, как мы поклоняемся, люди, они смогли принять ислам. Надо быть вот таким истинно верующим, иншаллах. Поэтому пускай Аллах субхану ва тааля принесет пользу от этих всех аятов, притч, рассказов в Коране, уважаемые братья, и даст баракат посредством этого Корана в нашу жизнь, сделать нас живым Кораном. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.